Но в разные периоды у меня были еще и разные желания, кем стать. В одно время я хотела стать кассиром в магазине. Я ездила на гастроли, даже будучи в животе у мамы. А в последнее время не выступаешь? Или выступаешь, но... Нет, не выступаю. Совсем? А они потерянные. Они какие-то вот, типа, вот такие вот челочки, типа, йоу, закрытые, привет. Да. Покер это мое хобби. Ульяна Лифу Сергучева, Кюнней, популярная исполнительница, мелодист, отличник культуры Республики Саха-Якутия. В 1995 году впервые вышла на сцену и одержала победу в республиканском конкурсе молодых композиторов. Ежегодно выпускает новые песни, видеоклипы, пишет музыку. Работала над музыкальными спектаклями. Является официальным представителем корейского бренда уходовой косметики. В 2021 году начала изучение турнирного покера. Через 2 года выиграла турнир Ladies Event в российской турнирной серии во Владивостоке. За последний год в копилку достижений Ульяны добавились призовые места в турнирах в Минске и Калининграде. Уля, привет! Привет. Так давно не виделись. Да. И очень здорово, что ты согласилась, и что мы с тобой сейчас все обсудим. Правда, я не знаю, с чего начать. А когда я не знаю, с чего начать, то, значит, начинать надо совсем издалека. Угу. Из детства. Хорошо. Ну, какой-то такой у меня традиционный уже вопрос. Кем ты мечтала стать в детстве, и насколько это все у тебя реализовалось? Конечно, я мечтала стать певицей, как мама. Ну да. Да, вот она для меня была идолом вообще всего, и красоты, и женственности, вообще, чтобы я хотела быть такой, как она. Конечно, когда она выступала на сцене, я хотела тоже выступать на сцене. Меня манило это закулисный запах, закулисная атмосфера, все это очень сильно манило. Но да, у меня все равно всегда вся жизнь была пронизана музыкой. Но в разные периоды у меня были еще и разные желания, кем стать. В одно время я хотела стать кассиром в магазине. Помнишь старые магазины типа Универсамы, Новинка? Да, там продавали что-то такое, там в чем тебе отказывали? Нет, там кассиры сидели в будке, в которой не было доступа, и у них были кнопки. Да. Много серых, красное и синее. И они так вкусно ими щелкали, я хотела сидеть и просто щелкать кнопками с утра до вечера. Мне казалось... В общем, не сколько кассиром хотела быть, сколько хотела сидеть вот в этой будке и щелкать кнопками, да. Вот. Еще вчера я вспомнила, что хотела быть фигуристкой, фигурным катанием заниматься. Ну, это тоже на волне, наверное, всех олимпиад и... Нет, тогда у меня, в принципе, нет особого тяготения к спорту, как к таким, ну, вот, типа как олимпиада, там, да, какие-то глобальные соревнования. Это меня не очень сильно всегда интересует, не очень сильно слежу, но фигурное катание меня манило своей эстетикой. Это всегда очень красиво, это всегда очень... Ну, ты видишь идеальное тело, ну, человек, который идеально владеет своим телом, да, и который при всем при этом очень, ну, девочки очень женственно, очень красиво это все подают, это всегда вызывало во мне восхищение. Здорово. Ну, и пробовала? Ну, на коньки вставала, конечно, на коньках каталась, но прям чтобы заниматься, нет, это я уже в старших классах просто покатывала. Так, все? Все профессии когда-то у меня были желанными. Абсолютно все? Я думаю, да. Ну, в итоге, а с какого возраста начала заниматься музыкой? Музыкой? Ну, я с самого детства раннего ставила концерты для своих родителей. То есть я всегда пела. Я ездила на гастроли, даже будучи в животе у мамы. Это понятно, конечно. Так что музыка — это просто у меня вся жизнь, да. А чтобы это началось происходить серьезно, это было, ну вот в классе в 3, когда я уже несколько песен написала, штук 30 их у меня уже к тому времени было, и мы с папой приняли решение принять участие на конкурсе юных композиторов республики. Я там выиграла в своей возрастной категории, и меня пригласили сюда, в НВК, сделать со мной выпуск передачи «Тюннюк».
И там мне отсняли на хромакее 2 клипа, которые вышли потом в трансляцию на телевидении. И с тех пор меня начали узнавать, начали приглашать. И это какой был возраст? Это 9 лет мне было. 9 лет. Ну, я тебя помню лет в 13-14, наверное, ты тогда была уже устойчивая звезда. Да? Хорошо, наверное. Да, так и было. Прям уже устойчивая была такая Уля Сергучева. Когда появилась Кюнней? Кюнней — это мое первое имя. Отец, когда я родилась, меня назвал Кюнней, но потом они пошли, пока доходили до ЗАГСа, чтобы меня зарегистрировать, они передумали, решили меня назвать Ульяной в честь моей бабушки. Но мне нравится якутское имя, и мне нравится вот имя Кюнней, и я считаю, что оно мне подходит, поэтому, когда выбирали псевдоним, то не было никаких сомнений в том, что Кюнней — это будет мое второе имя. Ну, вот если, например, к тебе обращаются Кюнней, ты отзываешься на него как на имя? То есть это второе имя больше, да? Да. Чем псевдоним? Ну, да. Здорово. А в последнее время не выступаешь? Или выступаешь, но... Нет, не выступаю. Совсем? Почему? Я считаю, что человек должен заниматься тем, что ему нравится, и когда ему нравится, да? И это особенно сильно касается сферы творчества. Ты никогда не должен превращать творчество в рутину и в ремесло. Для меня это какое-то незыблемое правило, которое с самого детства во мне живет, может быть, воспитанием, может быть, с материнским молоком, да? И в определенный момент я поняла, что когда я выхожу на сцену, я не получаю удовольствия. Это получается, что я выхожу на сцену и обманываю людей. То есть я не дарю им столько энергии, сколько должен дарить человек, артист, который наслаждается своей деятельностью, своим исполнением. А когда ты... Это обмен энергией, по идее. Сценическое дело — это всегда обмен энергией. Да. И поэтому, если я не могу дать им столько, сколько они хотят, то это неправильно. И я решила, что пока мне не захочется самой обратно, я не выйду на сцену. И мне комфортно сейчас. Как давно это произошло? Но это было не так, чтобы вот раз, да, это происходило потихоньку, и у меня сначала возникали подозрения, потом я все больше и больше убеждалась в том, что все-таки так происходит. И, ну вот года уже 3, наверное, примерно. Примерно с пандемией, да? Да, 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 кстати, да. Угу. И чем ты занимаешься сейчас? С чего начать? Вот у меня бизнес, магазины косметики, и уже 5 лет мы работаем. Мне очень нравится эта работа, очень нравится, как это все происходит. То есть, розничная торговля — это сфера, которая, оказывается, мне подходит в данный период моей жизни. Вот, кстати, я никогда не ищу свое предназначение. Просто если мне что-то нравится, я начинаю этим заниматься, и я понимаю, что это занятие на какой-то определенный период жизни. И когда закончится, тогда закончится? Когда закончится, тогда закончится, да. То есть нет такого, что я родилась в музыкальной семье, я теперь должна быть певицей всю свою жизнь, и типа жизнь на сцене — это мой крест. Такого нет. Нет. Я занимаюсь, и если мне нравится, я этим занимаюсь, если нет, то нет. И опять же, если я сейчас говорю, что я ушла со сцены, это тоже не крест. То есть я захочу, я вернусь. Но во всяком случае, ты же знаешь, что ты это умеешь делать, делаешь это профессионально, и в любой момент, мне кажется, можно все эти профессиональные навыки вспомнить. Ну да. Мне вот все равно я хожу вокруг да около музыки. Как бы там ни было, если даже не творю музыку, если я не исполняю на сцене, я сейчас режиссирую мероприятия. Мне это интересно. Да? Вот в прошлом сезоне мы работали с Дмитрием Васильевым над проектами «Айсы», сольный концерт, и над проектом Кирилла Матвеева. Вот. И я выступала как технический режиссер. То есть свет, звук, экраны, сценическое оборудование. Короче, это все мне нравится, очень интересно. Вот. И
в плане постановки шоу мне это действительно интересно. Я думаю, что я готова показать зрителям и дать им ту энергию, которую они хотят, в качестве вот постановщика, например. Как интересно. Ага. То есть все равно как бы музыка меня будоражит, интересует, где-то вокруг да около, и я в ней как бы нахожусь, да. И кроме того, ну вот есть магазин, и мы сейчас еще переехали в деревню. Мы переехали в Актемцы. Мне очень нравится жизнь в деревне. Подожди, а как это получилось? Ну вот просто вот я представляю, сидит человек, ладно, просто человек, ладно бы просто человек, сидит семья, да? То есть это же полноценная семья, это коллектив. Кто стал инициатором вот этого, говоря на языке современности, дауншифтинга? Я. Это предпосылками, как сказать, как это выразить? В общем, все это началось с пандемии. Пандемия многих поломала. Да, изменила. Но мне не нравится слово «поломала», мне нравится слово «изменила», потому что там, где убывает, где-то все равно прибывает. Обязательно, конечно. Да, поэтому, конечно, там были очень сложные времена, но все равно они в какой-то сфере они что-то поменяли. Да? Например, мы начали очень сильно углубляться в удаленное управление процессами, и это облегчило жизнь в плане того, что я теперь могу с любой точки Земли управлять своим бизнесом. Да, географически не привязаны. Да. И людей, вот тех, кто это понял, они, как правило, уехали куда-нибудь на Бали. Ну, да. В Таиланд, как минимум. Дубай еще есть такая локация. Ага. Да? Что делает Уля? Переезжать в деревню. В Актемцы. Но у нас был выбор, да, либо Вьетнам, либо Актемцы. И что-то мы выбрали Актемцы. Так, как это было? Дети учились в школе в Якутске. Как ты в курсе, у нас в каждом классе по 40 человек. Да. Да. Я в курсе, к сожалению. Насколько бы крутой ни была школа, насколько бы опытные ни были преподаватели, если они уделяют по минуте на ребенка в день, это никак не может сказаться положительно на его результатах и на его образовании. Да? И потом я каждый год езжу в Табагу, Мегинакангаласского улуса, в качестве жюри фестиваля детских вокально-инструментальных ансамблей. Поехала туда в очередной раз, вот после окончания пандемии, когда уже можно было начинать потихоньку делать мероприятия. Сижу и смотрю, и выходят дети, вообще сами размером с гитару, да, за барабанной установкой там видно только руки, там человека не видно. И они такие классные, вот, дети с улусов, они такие приземленные, ты смотришь, они встречаешься с ними взглядом, и они такие, ну ты видишь, что человек, короче, вот знает, где живет, он находится в реальности, и как-то он очень спокойный и такой, ну, одним словом не знаю, как выразить, но, в общем, он такой положительный, да, и приземленный. Вот. И дети играют, причем они играют такую хорошую музыку, некоторые ребята даже лучше, чем взрослые играют. А потом выходят ребята из Якутска, а они потерянные. Они какие-то вот, типа, вот такие вот челочки, типа, йоу, привет, да, типа, йоу, мы все, мы такие крутые, короче, вот эта тема начинается, и ты понимаешь, что люди находятся под каким-то огромным количеством масок, что они немножко закрытые, что они заблудившиеся, потому что, ну, я не углублялась в тему, почему на самом деле, но городские просто дети, увидела эту разницу, да? Да, по-моему, это нехватка внимания, может быть, со стороны родителей, которые постоянно заняты на работе. Да, возможно, нехватка свободы. И, да, в том числе. Возможно, нехватка свободы. У городских детей ее, конечно, гораздо меньше, чем у ребят, которые живут в улусах. Ну да. И вот я на это посмотрела и подумала, блин, у меня же дети тоже примерно такие. Я прям чуть ли не прослезилась, вернулась домой и говорю, типа, мужу, там так, ну вот так и сяк, в общем, в деревне так хорошо. И он говорит, знаешь, что в Актемцах очень хорошая школа новая? Я поехала в Актемцы. На следующий день сразу нашла номер директора, поехала в Актемцы, посмотрела школу, вернулась домой и говорю, давай переедем.
И мы попробуем, да, ну давай попробуем, снимем дом, переедем, год там, одну зиму перезимуем, сезон, посмотрим, как там. И нам понравилось. Ну, тем более Актенцы недалеко. Да, Якутска. да, но тем не менее это не пригород. То есть ты не ощущаешь уже этого суеты городской. Дети к этому как отнеслись? Им сколько сейчас? Старший 15, младший 12. Ага. Они, в принципе, у них не было такого, чтобы они прям сопротивлялись или же очень сильно хотели. Они просто восприняли это как, ну ладно, типа. А, да? Ага. Сейчас хорошо им? Интегрировались? Они интегрировались, у них с пониманием предметов стало лучше, с ними занимаются. То есть то, что они сильно потеряли во время пандемии, потому что, помнишь, там еще не просто 40 детей, там еще удаленное обучение было. Они вообще нить сюжета потеряли полностью вот тогда. Сейчас это восстановилось, и у них здоровый интерес к учебе. Мне это очень нравится. Здорово. Нужно сказать, что, ну, если вдруг кто не знает, то Ули муж Виктор Лифу, известный режиссер, фотограф, видеограф и очень творческий человек. Да? И вот он так легко тоже согласился. Да, почему-то да. Здорово. И в итоге вы там остались, и теперь думаете, что вы так будете долго жить, судя по тому, что построили дом. Ну да. Ну, я считаю, что я осяду там. Ну, все равно, конечно, с моим графиком, с моим желанием там ездить куда-либо, совать свой нос во всякие новые дела, конечно, я все равно буду в динамике, но тем не менее я... Вот понятие роскоши. Человек же стремится к роскоши, да, вот вообще, ну как бы к чему-то стремится, к такому, что он считает роскошью, да, и понятие роскоши для человека вот разное, да. Вот для меня понятие роскоши — это когда тихо, спокойно и никого нету. И у тебя есть вот твоя земля, твой дом, тишина, и никто тебя не беспокоит. Это больше роскошь, чем какая-нибудь крутая трехуровневая квартира в Дубае, грубо говоря. Это очень интересно. И, возможно, именно благодаря тому, что вот так рано ты начала испытывать публичность, да, постоянное внимание, да, в некоторой степени давление, вмешательство, нарушение границ, может быть, это тоже сказалось вот в это формирование понятия роскоши? Скорее всего, да. Вообще ничего против не могу сказать, тем более, что мне не нравятся крупные города. Крупные города. Где много народу, нет, мне не нравится. Мне нравится там, где чем девственнее природа, тем лучше, но я не могу себе позволить уйти куда-то в степь с лошадками, потому что я все-таки человек, который вырос в комфортных условиях. А вот село — это как раз оно самое. Очень интересно. Хорошо, с этим все понятно. Есть же еще одно не менее интересное увлечение. Или что это сейчас? Вот покер — это что для тебя сейчас? Покер — это мое хобби. Ага, мне очень нравится то, как вообще игра, философия игры мне очень сильно нравится. Она сама, игра очень похожа на жизнь, если в нее углубиться. Она очень хорошо воспитывает твой характер. И ну, вообще, я была в детстве олимпиадником по математике, да, и у нас были олимпиады, и там был какой-то свой соревновательный дух, мне было очень комфортно в этой среде, потом школа закончилась, все это закончилось, и я немножко скучала по такому вайбу, и я его нашла в покере. То есть покер — это, опять же, битва умов, но если ты тратишь свои ресурсы там на какие-нибудь другие интеллектуальные игры типа шахмат, да, шашек или чего-нибудь подобного, то это может быть немножко, ну для меня, для моего восприятия реальности, это может быть немножко дисбалансно, потому что все-таки, когда человек тратит свой бесценный ресурс время, он должен за это что-то получать. Так. А в покере это все-таки финансовая составляющая очень высокая. То есть ты знаешь, что ты
у тебя совесть перед собой чиста, короче. Ты вкладываешься в свои знания, в свои умения, в свой скилл для того, чтобы это у тебя окупалось финансово. То есть монетизируется. Ну да, получается так. То есть ты получаешь удовольствие от игры, и в то же время ты имеешь возможность зарабатывать какие-то деньги при этом. Это, мне кажется, очень классно. Так, хорошо. И как давно ты этим занимаешься? И какие успехи сегодня? Опять же пандемия. В общем, последние 3 года, да? Это у меня новая страница жизни. Да. Успехи, ну, есть понятие онлайн-покера. Я занимаюсь только турнирным покером. Есть дисциплина кэш, есть дисциплина турниры. У меня турниры, то есть соревновательная дисциплина. Тренировки в основном идут в онлайне, потому что в онлайне ты играешь много столов. У меня там 6 столов, 6 турниров одновременно, например, я играю, да. Это считается мало. Люди, профессионалы, играют по 12 турниров. Вот. Но мне нравятся реальные офлайн турниры, которые происходят в игорных зонах России и ближнего зарубежья, пока что езжу. И результаты мне очень нравятся мои, потому что каждую поездку у меня есть какие-то положительные финансовые результаты. Занимаю хорошие места, есть уже 2 кубка. Так что... А у нас это активно развивается, да, в России? Да, я бы не сказала, что прям это как-то очень сильно муссируется. Просто есть комьюнити, которая играет в покер, да, и причем комьюнити очень качественное. Мне очень нравится наполнение. Это всегда интеллектуалы, это всегда люди, которые добились многого и типа занимаются покером как хобби, да. Есть профессионалы, которые являются по сути математиками, которые выросли из таких технических дисциплин и стали заниматься, углубились в теорию вероятности, математику и стали заниматься покером. Это всегда очень интересные люди. И общение с ними, знакомство с ними всегда приносит такое эстетическое удовольствие. То есть это все-таки еще и общение, какие-то человеческие взаимоотношения? Да, конечно. То, что привлекает в покере? Да. А сколько там женщин? Женщин мало, где-то 10%, наверное. Я так и предполагала. А почему? Однажды я была во Владивостоке, приехала на серию, мы там играли подряд несколько турниров, смотрю, девочек нет вообще. Потом случился женский турнир, и они откуда-то появились, человек 30. Мы сидим, играем, и они спрашивают, где были все это время, почему вы не играете другие турниры? Они говорят, так это же у мужиков время есть, а нам-то когда? Между кухней и детьми и работой мы не успеваем, типа. Вот. И там я увидела истину про женский покер, да. Оказывается, да, женщины играют только когда у них время есть. Ну, кстати говоря, это же вообще можно сказать про многие сферы. Среди композиторов женщин немного. Ну да. Среди писателей женщин немного. Да? Есть такое. Интересно. А скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет? Вот кроме всего вышеперечисленного. Понятно, что ты вообще живешь, ну, то есть у тебя жизненные ценности все выстроены на том, чтобы делать что-то, что вдохновляет, делать что-то, что радует. А можешь прям перечислить? Вот меня вот это вдохновляет и это. Вдохновляет такое слово. Знаешь, вот у меня есть мой собственный метод Диснейленда, я его называю. Интересно. Это взгляд на жизнь, это моя философия жизни. Вот подумай минутку, не знаю, не минутку, пару секунд, и скажи, сколько бы ты оценила свою жизнь? В рублях? В рублях. Это невозможно. Ну вот тебе говорят, купи жизнь. То есть таких нет цифр? Нет таких денег? Ну, скажем, какая-то сумма, вообще условно, да? 5 триллионов, не знаю. Да. 5 триллионов. И вот ты покупаешь билет в Диснейленд за 5 триллионов. Диснейленд. Ты пришла, там же очередь, там типа мультипасс, который во все аттракционы, и ты покупаешь себе за 5 триллионов, да, и ты заходишь туда. И начинаешь жить свою жизнь, да? И ты заходишь, ты же не будешь в одной карусельке с утра до вечера вертеться. Ты же хочешь везде побывать.
Да. А есть же люди, которые в одной карусельке вертятся с утра до вечера. Да, им же так сказали, что это правильная стратегия. Да, ты должен всю жизнь прокачивать свой скилл верчения в этой карусельке. Остальное это вообще не твое, типа, да? Нет, я хочу все карусельки обойти. Я хочу потом еще шоу посмотреть с фейерверками, да? Я хочу там мороженку покушать тут, там, не знаю, в компьютерном позависать где-нибудь. Я хочу так побывать в этом Диснейленде, чтобы в самом конце повернуться назад и сказать: о, это было классно. Вот это вот мое как бы мировоззрение. Я хочу в этом Диснейленде под названием «Планета Земля» попробовать все карусельки, которые я захочу. Это здорово, это очень вдохновляет, Уля. Это здорово. Это меня вдохновляет, наверное, так можно сказать. Ага. Класс, спасибо большое. Важный вопрос. Мы вот как будем позиционировать в титрах, мы что будем писать? Вот как будто бы на поверхности Уля Сергучева Кюнней. Почему? Ну, потому что все так пишут. Опять-таки, писали явно до пандемии, да? То есть 3 года назад это не вызвало бы вопросов. А сегодня? Ну, Ульяна Ли Фу. Ульяна Ли Фу. Да. Кюнней. Певица, музыкант, предприниматель. И активный пользователь Диснейленда. Да? Наверное. Блиц. Буквально 5 вопросов. Если не Якутия, то что? Мамочки, сразу так сложно. Слушай, Канада. Хорошо. Любимое музыкальное направление? Сейчас это бейс-хаус. Даже не знаю, что это такое, но ладно. Любимое время года? Осень. Вот прямо сейчас? Вот такая осень, как сейчас? Август. Или... Август? Да. Конец лета это называется. Ну, конец лета, начало, август-сентябрь. Это вот время, когда можно ходить по грибы, по ягоды, и чтобы комары не кусались. Это бабье лето у нас такое. Что бы ты изменила, если бы могла? Ничего. Я так и знала. Пожелание самой себе через 10 лет. Пожелание оставаться здоровой и не терять азарт к жизни. Здорово, я тоже желаю тебе оставаться здоровой, не терять азарт в жизни и удивляй нас. Я Продолжай, потому что это мотивирует и это вдохновляет. Спасибо, что пришла. Спасибо Я тебе. была очень рада видеть. Взаимно. Спасибо.